программа, посвященная Дню молодежи, началась с веселого детского праздника День Нептуна. Ребятишки со всего Сибая собрались в парке культуры и отдыха. Несмотря на опасения горожан относительно дождливой погоды, вечер празднования Дня молодежи выдался на удивление жарким и солнечным. Поэтому обрызгать друзей и самому быть облитым водой скорее стремился каждый из присутствующих на празднике Нептуна. Организаторы и кураторы водного мероприятия подготовили для участников настоящий сценарий войнушки, где все ребята были поделены на две команды и защищали свой флаг от нападавших. 3, 2, 1, пошел! Аккуратней! Руководством парка культуры и отдыха при входе была организована продажа водяных пистолетов и шариков с водой для тех, кто пришел на бой без оружия. Крики веселья, дух соперничества и неиссякаемое желание победить. Под водные обстрелы попали даже невинные жертвы, родители и просто отдыхающие горожане. Однако каждый из раненых не смог не почувствовать этот заряд бодрости и позитива от развернувшейся водной битвы. Я всех поздравляю с праздником молодежи и желаю счастья и веселья. Он нас закаляет, встреча с друзьями и веселье. Поздравляю с Днем молодежи, хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Я пришла в парк культуры и отдыха для того, чтобы развеселиться, встреча с друзьями, у меня тут много подруг. Это также дает нашему телу закаляться. Все этому раду праздники. Много пришли из Сибая горожане. Я очень рада. Это там нужно пуляться водой. А для чего вы пуляетесь водой? Чтобы выиграть. Мы с друзьями пришли в парк, чтобы получить море удовольствия, позитива и чтобы всех как можно больше облить водой и обмазать краской. Чтобы это запомнить этот день как можно дольше. И чтобы было весело. Я, в принципе, за тем же самым, чтобы получить море удовольствия, искупаться. А то летом скучно дома сидеть. Вот решил выбраться сюда. Ну а что, дома сидишь и тухнешь, а тут такой бац, вышел, ой, искупался, хорошо так. Я даже 80 лет, если это, конечно, доживу, я все равно сюда приду, потому что очень весело. Помимо водных боев, ребята успели закидать друг друга и красками холи. Да, этот праздник надолго запомнился как ребятам, так и всем присутствующим. А впереди еще столько интересных и развлекательных мероприятий, посвященных Дню молодежи, ожидали наших героев. Одна из самых ярких и запоминающихся для молодежи составляющих праздничной программы – это конкурс рисунков на легковых автомобилях «Автоарт». Человеческое стремление сотворить из транспортного средства своего рода настоящее произведение искусства далеко не ново и берет свое начало еще глубоко в истории. Тогда древние римляне и греки делали символичные рисунки на повозках, да и на Руси сани тоже имели жанровую роспись, по которой судили о достатке их хозяина. Все это можно считать далеким прообразом современной аэрографии. Ее популяризация началась в конце 19 века, когда ювелир Эбнер Пиллер, вдохновленный росписью швейных машинок Зингер, создал воздушную кисть, получившую название аэрограф. На сегодняшний день практически везде, не только в нашей стране, но и во всем мире можно увидеть транспортные средства, на которые нанесены различного рода рисунки и надписи. Для праздника молодежный парламент и комитет молодежи города подготовили конкурс, смысл которого очень схож с аэрографией. Участники автоарта разукрашивали легковые автомобили. На этой площадке представлено 5 автомобилей, которые нам выделили учреждения города, чтобы мы провели конкурс под названием «Автограффити». Все получилось очень ярко, красочно. Дети с большим удовольствием разукрашивали, мазали, составляли свои следы. В общем, они довольны. Отличается автоарт от аэрографии лишь в нескольких деталях. Во-первых, рисунки наносятся при помощи обычной гуаши, поэтому владельцам транспортных средств не придется волноваться насчет очистки авто, так как краска легко смоется без особых усилий. И во-вторых, рисунки наносятся не профессионалами, а сибайскими детьми, которым еще даже нет 14 лет. Для их творческих начинаний было предоставлено всего 5 легковушек. После завершения последнего рисунка пришло время определять победителя. Как говорят организаторы, это было довольно-таки непросто. Пока компетентное жюри выбирало победителей, жизнь на центральной площади кипела.
Практически всюду можно было найти занятия по душе, будь то посмотреть или самому поучаствовать. Так, например, сибайский клуб «Черный дракон», воспитанники которого достигли высоких результатов как по городу, так и по республике и России, организовали для горожан специальный мастер-класс по ниндзюцу, тайцзюцу, кикбоксингу и другим профильным направлениям спортивного клуба. В этот вечер здесь можно было встретить даже всем известную белку из ледникового периода, которая вечно не могла угнаться за своим орешком. Кроме нее на празднике присутствовали Губка Боб и другие персонажи из мультфильмов и книжных романов. Эстафету мероприятий ко Дню молодежи продолжило традиционное торжественное вручение медалей ГТО юным спортсменам и благодарственных писем горожанам за успехи и достижения. Личная книжка добровольца вручается Билановой Камиле. Айсула ко мне. Личная книжка добровольца. Весь день сибайцев радовали концертными номерами известные местные певцы и танцевальные коллективы. Я пришла со своим братиком, и праздник устроен так хорошо, и концерт такой мощный, и, так сказать, удачи. Поздравляю всех с Днем молодежи, поздравляю, то есть желаю, чтобы они в будущем выбрали свой истинный путь, смогли выбрать. Детям понравились нам, как танцуют девчата и так далее, и песни как поют. Хочу молодежи тоже пожелать, как ты скажешь, чтобы всегда весело и хорошо все справляли так, как сегодня, и погоду, чтобы радовала. Пришли вот с семьей, ходим здесь, концерт смотрим, сейчас автомобили посмотрим, велоледи сейчас будем ждать. Нормально. Параллельно с этим организаторы конкурса «Автоарт» подводили итоги. Ребятня, ставшая авторами рисунков, волновалась за результат. Сегодня День молодежи. И я решил раскрасить машину в честь юбилея работы моей папы. Ей 60 лет. И, кстати, меня зовут Бахтияр, и мне 8 лет. А где работает твой папа? В газете «Сибайский рабочий». Он директор этой газеты. Я поздравляю всю компанию «Сибайский рабочий» и поздравляю всю молодежь. Ведь сегодня праздник, День молодежи. Всех с праздником! По результатам оценки жюри, 3 детишек получили памятные призы и грамоты. Рисунки маленьких художников не остались без внимания горожан. Прохожие заинтересованно вглядывались в композиции, подходили к машинам и фотографировались. Возможно, некоторые из этих детей в будущем станут известными талантливыми художниками. Параллельно конкурсу рисунков на автомобиле на Центральной городской площади стартовал фестиваль «Яркие люди», в рамках которого были организованы несколько площадок творческих идей. Наш город населяют множество поистине ярких, творчески одаренных людей. Они защищают честь Сибая на региональных, республиканских и всероссийских конкурсах, ежедневно добиваются новых личностных высот. Отрадно, что большинство из них именно молодежь. Но кто она такая, эта молодежь? Позитивные, известные люди на весь город своими достижениями – это ведь не только подростки. По мнению многих горожан, молодой человек – это тот, у кого молодость живет в сердце. Активная жизненная позиция, увлеченность множеством хобби и разносторонняя развитость – это еще не весь перечень качеств ярких жителей Сибая. Мы здесь представляем студию праздника Тути Фрути. Когда я увидела рекламу Дня молодежи о приглашении поучаствовать в фестивале «Яркие люди», я сразу подумала, а кто, если не мы?
Потому что я считаю, что жизнь наша действительно яркая, раскрашена всевозможными красками, радости праздника. Тем более, что команда, основная часть, большая часть нашей команды, это все-таки молодежь. Вот. Ну, мы здесь представили несколько мастер-классов. Твистинг, аквагрим, эбру, это рисунки на воде, мыльные пузыри и вот такую веселую фотосессию. Ну, я поздравляю всю молодежь, всех сибайцев с замечательным таким праздником. Так здорово, что сегодня не просто праздник, на который можно прийти и поглазеть, а есть возможность проявить себя, поучаствовать. Быть молодым, ну, молодость это, наверное, не возраст, а это действительно состояние души. Быть молодым – это быть активным, позитивным, с уверенностью смотреть в будущее, ставить перед собой цели и уверенно к ним идти. Всех молодых людей города Сибай поздравляю с этим праздником. Желаю, самое главное, быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, верить в себя, ставить перед собой цели, знать, чего вы хотите добиваться в жизни, пробовать, делать и получать от жизни удовольствие по максимуму. Поздравляем молодежь нашего города с этим замечательным праздником. Наша молодежь, без сомнения, самая творческая, самая спортивная, самая прогрессивная, поэтому я им желаю развиваться в том же направлении. Не забывать, что они наше будущее, от них очень многое зависит, от наших детей. Поэтому им большого здоровья крепкого и всех благ, творческих успехов. Тутти-Фрути, Центр культуры и досуга и многие другие организации, в которых состоят активные молодые люди города. Площадки с разными творческими идеями и рукодельными изделиями были расположены по всей городской площади. Кроме сибайских ярких звездочек, праздник День молодежи посетили и активисты других городов. Эльвира Давлетова со своей дочкой приехала из Белорецка. Для наших горожан они были рады подарить разноцветное настроение посредством аквагрима. Мы приехали в город Сибай поздравить всю молодежь с праздником и сделать их мир ярче, день ярче, и чтобы молодежь смотрела с позитивом вперед. Концертные номера, аттракционы, развлекательные мастер-классы – любимые яства горожан. Празднование Дня молодежи на этом не заканчивалось, а наоборот, только набирало позитивные обороты. Сибайская молодежь обожает танцы и флешмобы. По этой причине почти во всех мероприятиях и концертах организаторы специально для них проводят танцевальный флешмоб. День молодежи в этом году не стал исключением. Полюбившийся молодежи жанр флешмоб – это массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет запланированные действия, в нашем случае это коллективный танец, затем расходится. Флешмоб «Шире рук» удался на славу. Во вторую половину к этой танцевальной акции присоединился певец Роберт Мулакаев и исполнил свою песню «Наза». Следом за бодрящим флешмобом последовал уникальный молодежный конкурс красоты «Велоледи-2017».
Оригинальные образы, украшенные велосипеды. Молодежный конкурс красоты «Велоледи-2017» в нашем городе проходил впервые. В начале конкурса молодые спортсменки рассказали немного о себе и о своих планах на будущее. Затем юных участниц проверили на знание правил дорожного движения. На все вопросы девушки ответили безошибочно. Что такое молодость и как ей распоряжаться, героини конкурса поделились с нашей съемочной группой. Молодость – это то, что находится у тебя внутри, когда ты не стареешь именно душой, когда ты активный, готов на любые свершения, тебя не держит одно место, когда ты готов с насиженного места уехать, переехать, жить куда-то в другое место. Я думаю, что это и есть молодость. То, что у нас внутри, и то, что мы остаемся именно ребенком внутри нас. Хотела бы пожелать всем, кто в молодежном в этом возрасте находится сейчас, это самое главное, не задерживаться, не зацикливаться на чем-то одном и всегда искать себя, то есть двигаться всегда в движении, находиться. Это прекрасный солнечный день. Я хочу поздравить всю молодежь с праздником. Желаю вам счастья, здоровья, больших успехов во всем. Это мероприятие пробного характера, потому участниц, изъявивших желание показать себя, оказалось всего 2. Однако своим примером они заразили многих девушек нашего города, и потому в будущем организаторы надеются, что остальные активные молодые красавицы Сибая также покажут все свое мастерство катания на двухколесном транспорте. Красный, желтый, зеленый. Речь идет не о светофорах. К вечеру молодежь Сибая была разукрашена в разные цвета радуги. И все потому, что для них был организован фестиваль красок. Не так надо было. В специальном пункте продажи красок Холли не было свободного места. Практически вся молодежь собралась здесь приобрести специальные цветные порошки, чтобы придать празднику, да и своему внешнему виду, красочный яркий окрас. И уже буквально через 10-15 минут почти вся площадь стала разноцветной, в буквальном смысле этого слова. Одни синие, другие зеленые, а третьи и вовсе разноцветные. Пока молодежь баловалась красками, приближался момент красочного взрыва, основной части данного фестиваля. Пока все были в ожидании этого экшена, их продолжали радовать танцевальными и хоровыми номерами. Это принципиально, нету времени спать, руки в воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, пусть стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days, что тебе в самый раз нас ненавидят опыт, значит мы наваливаем бас. Типа так не любят нас, не любят нас. Мы наваливаем бас. Типа так не любят нас, не любят нас. Никому не даем спать. Мы наваливаем щит, в ушах у копов трещит. Это вкусно, как для укропа борщи. Это быстро, как для блогера 3G. Это слишком высоко, как для гнома G. Держи, не кидай нас на этажи. Мы спасение для лузера, как будто...
Звучали песни на русском и башкирском языках. Когда присутствующие услышали знакомые популярные песни Григория Лепса, не сдержались и стали активно подпевать. Песни еще раз взбодрили молодежь Сибая. После них наступил момент масштабного красочного взрыва, которого ждали практически все. Молодежь взяла в руки купленные краски Холли и готовилась в один момент бросить все порошки в воздух, чтобы ни один присутствующий на празднике человек не остался без красочного запоминающегося момента в прямом и переносном смысле этого слова. Цвета охватили всех. Ну что ж, друзья, и... После фестиваля красок для молодежи Сибая была организована дискотека, которая стала завершающим этапом всех праздничных мероприятий.